Добрый день, дорогие телезрители! С вами передача «Мы вам покажем». И сегодня мы снова в гостях у талантливого дизайнера Анжелы Токаревой. Анжела создает украшения и обучает этому желающих. Анжела, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, Надежда! Анжела, что мы сегодня будем показывать нашим телезрителям? А мы будем сегодня создавать вот такой оберег Бесхарах Харсхал. Потрясающе красиво. Для этого мы будем использовать несколько видов бисера, стразы, стразовую цепочку, канитель. Сзади у нас будет все очень красиво, аккуратно. Для этого мы будем использовать пластик, кожу. Будем делать вот такие висюльки. Для этого будем использовать разные виды бусинок и украсим вот такими вот колпачками металлическими. Очень красиво, очень много деталей, но, наверное, сложно, нет? Нет, на самом деле работать с бисером и создавать такое может абсолютно любой человек, даже если он ни разу не держал в руках бисер. И сейчас я вам это покажу. Отлично. Так, с чего мы начнем? Итак, нам понадобятся вот такие вот инструменты. Это вот линейка, карандаш, ножницы, клей, момент, гель прозрачный. Он нам нужен для того, чтобы работать на таком фетре. Он у нас белый, поэтому подходит именно вот такой прозрачный. И иголки, вот такие самые обычные. Итак, давайте начнем, да? Вначале мы рисуем вот такой вот крестик, да? По нему мы будем ориентироваться и заклеивать и пришивать наши стразы. Итак, берем клей-момент. И теперь вначале в центре мы должны приклеить самую большую. Вот так. Как красиво сверкают стразы. Приклеиваем полностью и ложим вот прям в центр, вот так. И ориентируемся по нашим линиям. Тогда украшение у нас получится аккуратным, ровным. И теперь, прежде чем мы начнем их пришивать, вначале приклеим все 5 страз, а потом начнем пришивать. Как видите, да, вот у нас есть отверстия у страз, вот такие вот. И через эти отверстия мы и начнем так пришивать. Работать мы будем с мононитью. Это вот такая леска, да, по-простому. Она тоже такая бесцветная. И не ниткой, а именно с мононитью мы будем пришивать эти наши стразы. Вот мононить, про которую я вам рассказывала, да, она на самом деле вот как леска. Мы его немножко вытягиваем, чтобы она у нас не путалась. Она немножко так растягивается, и меньше она путается. И теперь мы берем, выходим рядышком вот с нашими стразами, вот у меня иголка выходит, да, вытягиваю, и вот так вот через отверстие мы должны пришить стразы. Вот так. Вот я выхожу. А там с той стороны у нас узелок, верно? Да, верно. Вот так. Один раз, получается, я закрепила. И теперь еще второй раз. Каждую стразу надо закрепить по 2 раза. Вот так. Для надежности. Вот так. И опять выхожу на изнаночную сторону. Вот так. А сейчас, Надежда, я вам покажу, вам и нашим зрителям, один классный лайфхак. Как аккуратно, да, вот ровно сделать круг из стразовой цепочки. Стразовая цепочка у нас идет 4 миллиметра. И смотрите, что мы делаем. Берем колпачок. Как видите, она у нас прозрачная. Это просто крышка от лекарства. Мы его берем, вот так вот ложим на наш харсхал. И вокруг него мы сейчас нанесем клей, наш прозрачный. И прям так, давайте вот так вот,
чтобы нашим зрителям было Давайте я видно. помогу. Ага, давайте. Подержу. Вот так вот мы просто вокруг нашего колпачка наносим клей и прямо на него положим стразовую цепочку. Вот так. И это будет прям волшебство. На самом деле мы свои украшения создаем из подручных средств, да? То, что нам удобно, чтобы новичок, который ни разу не держал в руках бисера, у него все получилось. Вот берем стразовую цепочку, так, давайте-ка. Да, действительно, она уже выкладывается. Ага, и просто по периметру. вокруг, да, нашего колпачка мы вот так вот берем нашу цепочку и ложим. Так, давайте вот так. Ага. Вот так прям ложим. Лишнюю стразовую цепочку мы потом отрежем. Сильно тянуть нельзя. Круг должен получиться свободно, аккуратно. А вот лишнюю цепочку вот эту мы отрежем. Угу. Вот так. Все. Сейчас будет волшебство, магия. Смотрите, крышку снимаем. И смотрите, что у нас получается. И вуаля, Ага. готово. Ровный, аккуратный такой круг получается. Это может сделать абсолютно любой человек. У всех получается. Теперь мы начнем закреплять стразовую цепочку. Так, возьмем нитку. Вот так. И так как мы приклеили стразовую цепочку, она у нас, как видите, не шевелится, да? Но это не для надежности. Это мы сделали для того, чтобы нам удобно было его закреплять. Вот. Выходим примерно сюда, так, рядом. Как видите, да, вот между стразинками есть вот такой вот мостик. Зазор небольшой, да? Ага, вот за этот мостик мы и начинаем его вот так вот закреплять. Каждую стразинку. Вот. Теперь выходим сюда. Вот так. И каждую вот стразинку мы начинаем вот так вот закреплять. После того, как мы закончили со стразовой цепочкой, мы начнем делать вот такие объемные завитки. Мы их называем кружева. Наши ученицы просто обожают эту технику, везде его применяют. И сейчас мы его начнем создавать. Для этого нам понадобится бисер номер 8. Ага. И берем нашу иголку с ниткой. Итак, вот. Выходим вокруг нашей стразовой цепочки. Вот так. Берем бисер. Так. Вот. Берем бисер. И наша цель, чтобы она у нас лежала дыркой кверху. Для этого с этой стороны мы закрепили. И теперь со второй стороны мы должны его закрепить. Вот. И взяли и положили наш бисер. Вот. А теперь немножко по-другому сейчас пойдет, когда мы идем дальше в ту сторону. Мы берем бисер один и заходим в отверстие нашего бисера. Вот так. Потом чуть-чуть отходим, вот так, и заходим в отверстие бисера. Вот, прям вот так. И тогда наши бисеринки становятся в ряд отверстием вверху. Вот так. И таким образом мы должны полностью вокруг стразовой цепочки вот так вот бисеринки пришить. Анжела, я заметила, что у нас в этот раз ниточка двойная. До этого была одинарная, а сейчас двойная. Это Верно. для чего? Верно. Сейчас мы с вами начнем делать вот эти наши завитки, которые мы называем кружевами. И делаем мы это именно двойной ниткой. Ага. Вот берем нашу иголку и выходим из отверстия бисера. Вот. Отсюда выходим и начинаем набирать бисер. В этот раз бисер у нас идет номер 10, он такой достаточно мелкий. Берем мы 8 штук, считаем, начинаем.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот 8 бисера мы набрали. Спускаем его вниз. Вот. И теперь обратите внимание, вот отсюда, из этого бисера мы вышли, да? Да. Вот отсюда. И начинаем считать и заходим в четвертый. 1, 2, 3, 4. Вот сюда. И вот у нас получается вот такой вот мостик. Вот такой вот мостик у нас получается. Ага. И теперь потом, когда далее идем, на вот этот мостик мы немножко отодвигаем в сторону, выходим из этого бисера и опять набираем 8 штук. И заходим в четвертую вот сюда. Как бы с захлестом, да, получается? Да, правильно, внахлёст, да? Ага, так. Опять набираем 4. Так. И вот так. Так, и начинаем считать. 1, 2, 3, 4. Заходим сюда. И таким образом полностью мы должны обойти весь наш круг, и он начинает вот так вот крутить. Вырисовывается уже узор, да, то есть понятно, что они будут вот так друг на друга. Правильно. И в результате у нас получится вот такие вот завитки. Итак, полностью с кружевами мы закончили. Посмотрите, какая красота получается. Очень да? красиво. Объем. Да. Ага. И сейчас у нас начнется работа с канителью. Ага. У нас будет работа с жесткой канителью. Мы вокруг стразовой цепочки его обойдем. И обратите внимание, тут у нас идет фигурная канитель. Его мы тоже сейчас начнем делать. Это вот она, жесткая канитель, да? Да, она так выглядит. Да, она вот как пружинка. Видите, да? Мы его чуть-чуть вот так вот растягиваем, и она тогда у нас получается с эффектом мелкого бисера. И Но я вот у вас заметила, да, у вас на украшении, кстати, она использовалась, да, вот эта жесткая канитель. Да, это вот наш любимый материал, который мы стараемся использовать везде. Это очень красиво и очень утонченно. красиво смотрится. А можно примерить? Ну, конечно, давайте. Давайте я на вас одену. Ага, так. Я буду тоже как Это вы. вот прям Красиво. тренд, мы его называем хрустальным блеском. Давайте прям Так, посередине. выровняем. Во, вам так идет? Спасибо. Так красиво. Ну, сегодня я в качестве примера, да, живого, что можно создать своими руками. Да. Какую красоту. Да, создавать украшения это на самом деле так вдохновляюще, так реально человека наполняет. А потом представьте, вы создали украшения, а потом их носит дочка, да, близкие, подружки подарили на день рождения, например, да? Действительно, да, это ведь? очень-очень, правда, восторг. И вот теперь мы начинаем, вот как вы заметили, работать с жесткой канителью. Итак, мы его ложим вокруг стразовой цепочки и начинаем закреплять. Закреплять его нужно прям близко-близко к стразовой цепочке. Знаете почему? Потому что мы начнем, когда закончим с вышивкой, отрезать лишний фетр. Ага. И чтобы наши швы не полетели, наши стежки не полетели, надо стараться прям близко-близко пришивать жесткую канитель. Прям выходим рядом, вот, рядом с жесткой канителью, прям под углом, рядом, да, рядом выходим и начинаем вот за вот такие вот пружинки его закреплять. Вот так. И каждые 5 миллиметров мы начинаем его вот так вот закреплять. Итак, завершается у нас работа с жесткой канителью, и здесь мы будем завершать. И здесь я хочу обратить внимание, у нас на мастер-классах иногда девушки ошибаются, да? Вот берут прямо ножницами и примерно тут и отрезают. Ни в коем случае этого делать нельзя. Когда мы отрезаем жесткую канитель, мы всегда отрезаем его с запасом. Вот потихонечку отрезаем, прикладываем, смотрим, да, и потихонечку вот так вот надо и отрезать. Сверяясь немножко, да? Да, вот так вот ложим. Наша цель пришить его таким образом, как будто канитель у нас не
как будто цельная она у нас идет. Неразрывная. Да, вот. Мгм. Вот так, все. И вот так вот мы его и закрепляем. Итак, идем дальше, да, теперь у нас работа с фигурной канителью. Вокруг наших страз мы здесь посередине начнем закреплять фигурную канитель. Ага. Вначале мы берем фигурную канитель, примеряем, сколько нам нужно. Вот здесь вот, прям ножницы мы берем и вот так вот отрезаем. Фигурная канитель, в отличие от жесткого, она идет мягче немножко. Ее можно на глаз приложить Да. и Глаз взять приложить. нужный отрезок. Да, верно. Ага. Вот так вот мы берем, выходим вокруг вот этих страз. Нитка в этот раз у нас идет одинарная. Ага. Иголку переворачиваем и вдеваем сюда вот нашу фигурную канитель. Это вот тоже такой лайфхак. То есть не как предыдущую мы ее крепим, а одной петлей. Да, правильно. И потом заходим сюда. Вот так. Берем, заходим. Ага, и вот она у нас сюда вот ложится. И теперь обычным способом мы начинаем, как стразовую цепочку закрепляли, да? Вот так вот мы его начинаем закреплять. Нитка наша спокойно заходит между вот пружинками и очень хорошо крепится. Так. А сейчас мы с вами начнем заполнять вот это вот пространство, да, бисером. И делать мы это будем хаотичным способом. Для этого нам понадобится вот такая вот сатиновая рубка называется. Она очень красивая, блестящая и создает тоже объем. Мы сами очень любим объемные украшения. Не любим, когда вот плоско все, да, вот, например, видите, на мне вот Элинка Дигер, да? И тоже вот все объемное, как будто бы тортик такой, да, пирожное. То есть основа, она получается как будто россыпь бисера, вся из россыпи бисера. Очень Да, красиво. вот нашим зрителям наши техники сегодняшние, я думаю, очень помогут в создании вот таких вот больших украшений. Смотрите, вот мы делали кружева, да, оно вот здесь вот у нас идет. Сейчас мы начнем вышивать хаотично, оно у нас вот здесь вот идет. Ага, итак, что же мы делаем? Вначале берем сразу 3 бисеринки, вот сатиновые рубки, берем сразу 3, и начинаем абсолютно в любом месте, где нам вздумается, вот так вот выходить на изнаночную сторону. Например, здесь вот 3 закрепила, потом вышла сюда, тоже 3 взяла и на изнаночную сторону. Вначале мы вот так вот закрепляем по 3 штуки. А потом по 2, потом по 1. И так получится, что у нас уже не будет места. И так мы заполним все пространство. Верно. После того, как мы заполнили хаотично полностью все наше пространство, мы начинаем отрезать лишний фетр. Вот здесь надо быть очень внимательной, чтобы не отрезать наши швы. Берем и примерно отходим где-то 1 миллиметр. И вот так вот отрезаем весь наш лишний фетр. Вот так. И также нам понадобится кожа, пластик, с помощью которых мы укрепим, да, наше украшение, чтобы оно у нас держало форму, чтобы изнаночная сторона у нас была красивая. Чтобы оно выглядело завершенным, да? Верно. Ага. И наша изнаночная сторона, мы его называем совестью мастера. Она должна быть такой же красивой, как и лицевая сторона. Для этого мы используем вот пластик. Сейчас мы начнем сюда пластик приклеивать. Она должна быть у нас немного меньше. Обычно мы берем и прям карандашом вот так вот рисуем. Ага. Надеюсь, нашим зрителям видно все. Вот так. Все. И теперь начинаем отрезать пластик. Вот так. Отрезаем. Этот пластик будет держать форму, да? Ага. И опять же наш любимый клей-момент. Мы его берем, наносим сюда. На самом деле мы используем клей-момент. Вот такой вот гель прозрачный и универсальный. 2 вида клея. И вы знаете,
надо обязательно учитывать правила клея-момент, потому что вот этот гель, его надо ждать примерно 5 минут и потом прикладывать. Не сразу, да? Не сразу. Тут самый важный момент, приклеивать надо обе стороны. Мгм. Вот На обе стороны наносим клей. Да, верно. Прям полностью. Не сильно обильно поливаем клеем, а чуть-чуть. Мгм. Так, потом примерно ждем 5 минут и начинаем его прикладывать. Итак, 5 минут наши прошли. Теперь мы берем и прикладываем наш пластик к нашей вышивке. Тут важно немножко вот такое вот нажатие. Мы Надавливание. Ага. И после того, как мы приклеили, мы теперь должны приложить сюда кожу и также приклеить. Так, берем наш клей, ага, и вот так вот наносим. Клей наносим только на пластик. На нашу вышивку мы клей не наносим, так как мы начнем обрабатывать края бисером, чтобы не натыкаться на него. Да, то есть пластик идет меньшим диаметром. Да, правильно. Ага. И теперь мы начинаем отрезать лишнюю кожу. Вот так. Прям ровно-ровно, как наш фетр. Вот так. Кожу мы используем искусственную в основном, так как натуральная кожа, она очень такая твердая, его невозможно иголкой проткнуть. Поэтому. И вот у нас получается. И сзади. Давайте покажем, да, Давайте нашим покажем зрителям. зрителям, как красиво, эстетично выглядит со всех сторон. Да. Итак, смотрите, у нас тут еще есть петля. Ага, его можно сделать и из бисера, из пинов. У нас она идет из замшевого шнура. Получается, петельку мы крепим на пластик, и получается, она у нас между идет, да? Да. Ага. Между фетром и пластиком мы его просто как бы положили туда, приклеили, и она теперь у нас держится. Это с помощью клея-момент тоже. Сажаем также на клей. Ага. И сейчас мы начнем обрабатывать края бисером, чтобы у нас в результате получилась вот такая вот красота. Обрамляем бисером называется. Для этого мы берем бисер номер 6, он у нас такой достаточно большой, и поэтому мы быстренько обработаем края. Для этого что мы делаем? Берем нитку, она у нас идет одинарная в этот раз, открываем кожу и вначале мы прячем узел и выходим вот сюда рядом с канителью. Вот так. Чтобы скрыть узелок. Да, узел мы, получается, скрыли, кожей закрыли, и вначале мы берем 2. Так, 1, 2. Это вначале мы только берем 2, а далее мы будем работать, по одной бисеринке. Вот так берем, давайте, чтобы видно было всем. Тут, конечно, нитка у нас крутится, Вертится немножко. Ага, мы его вот так вот вытягиваем, чтобы она у нас не крутилась. И тогда она вытягивается и не путается. Итак, первую мы не трогаем, а вторую снизу вверх. Вот так. И тянем. И тогда у нас она ложится как бы отверстием вверх. Наверх. Ага. И далее берем один, протыкаем. Так вот. Канитель. Не трогаем, стараемся, не деформируем его. Тянем до конца. Вот так вот снизу вверх. И тянем. Вот так. Давайте вот так вот. Вот тоже покажу. Так. Тянем. И снизу вверх. Вот так. То есть протянули и потом снова в серединку. Получается по тому же принципу, да, с двух сторон у нас ниточки проходят. Да. Ага, они как будто держатся друг за дружку. Они сажают бисеринку. И получается, да, вот такая вот красота. А если сверху показать, да, давайте сверху покажем. Да. Вот так вот получается.
Итак, обработку края мы закончили. И вот посмотрите, какая у нас красота получается, да? Сразу украшение получается завершенным, да? Вот, обрамление у нас такое вот серого цвета получилось. Ага, и сейчас мы с вами начнем делать вот такие вот висюльки. И здесь очень важный момент, да, который хочу я сказать нашим зрителям. Нитку мы используем капроновую. Она у нас должна быть достаточно крепкая. Знаете, как мы его проверяем? Мы его просто берем и на разрыв проверяем. И здесь мы находим прям середину, и наша цель выйти из этого бисера. Угу. Вот так. Прям целимся и выходим прям вот из этого бисера. Угу. Так. Тянем. И наш узел тогда, получается, спрячется внутри. А фетр, он такой материал, который не пропустит наш узел. Он тут спрячется, и его не видно. Скрытый узел. Да, и эстетично, красиво получается. Набираем. Ага, вот так набираем. Потом берем рондель. Так, давайте этот маленький возьмем. Потом берем опять бисер. Ложим. И теперь берем наш стеклярус. Вот он. Тоже спускаем его. Потом берем бисер. И берем вот этот вот рондель. Крупный. Прозрачный и вот такой, как гематит он у нас идет. Потом опять берем бисер номер 6. И теперь берем вот такой вот колпачок металлический. Его называют или концевик, либо колпачок, но это очень делает наше украшение завершенным, красивым. И теперь, как мы делаем висюльки, да, вот мы нанизали, да, получается, и чтобы она у нас держалась, чтобы она у нас не падала, мы здесь сделаем стоп-бисеринку. Берем шестерку, спускаем его. Вот, да, спустили. И вот этот бисер мы немножко отодвигаем, его мы не трогаем. И выходим в капельку, заходим и должны идти вверх. Через все наши бисеринки и бусинки. То есть обратный путь нитка делает. Да, обратный путь. А теперь, вот видите, да, у нас висюлька готова. Угу. Теперь мы должны спрятать здесь нашу нитку. Узел мы делать не будем. Ага. Просто подтянем вот так вот и начнем его прятать. Так, для этого мы заходим опять же в тот бисер, который мы... Из которого мы выходили. Да, правильно. Ага, спасибо, Надежда. Ага. Подтягиваем нашу нитку. Вот. Итак, теперь мы завершаем, да, наши висюльки. Мы должны сделать тут путаницу, то есть мы должны прям просто несколько раз по нашему внутреннему фетру несколько раз выйти, зайти. Тем самым мы здесь внутри делаем путаницу. А путаница это получается как альтернатива узлу? Да. И вот так вот мы с вами научились делать висюльки. Вот такая потом у нас красота получится. Угу. То есть таким же образом мы проделали еще 2 раза, да, у нас тут получилось 3 висюльки. Анжела, вам спасибо большое, что вы нас пригласили снова. Будем рады прийти еще раз к вам. Если есть какие-то новые идеи, с удовольствием мы покажем это нашим телезрителям. Ну, а с вами была передача «Мы вам покажем». Всего доброго!